Видно уже сколько писем, вот только что об этом ультиматумы ставили. Вчера написали. Сейчас появился, по-моему, нами самими даже недооцененный один еще канал, так назовем. Если вы все помните, недавно был эфир по энергетике, там шумное обсуждение. Ему предшествовал очередной такой скандальный бой, что ли, назовем, с руководством телевидения, чтобы вообще состоялся это один из эфиров. Каждый эфир превращался, сами знаете, там, кто сталкивался, в бой целый. Сейчас в результате нашего, с вами, кстати, вот нашего объединения, обращения официального, абхазское телевидение согласилась каждые 2 недели давать 2-часовой эфир. Хочу, чтобы это все это немножко недооцененное нами самими, повторю, такое событие. Почему я об этом говорю, то, о чем вы говорите, Шалович, люди, вот мы будем сегодня спросишь, мало кто из неосведомленных, конечно, в первую очередь людей, знает, в чем опасность и в чем там таятся виды угрозы. То есть еще один канал информирования нашего населения о тех угрозах. Всех созывов собрать депутатов. Я, кстати говоря, вам тоже, извините, отвечу, мы взяли список, подняли всех созывов депутатов. Там, правда, не было телефонных номеров, сейчас самая удобная связь. Мы их собирали для того, чтобы обзвонить их мнение, просто коллективное, выразить по поводу апартаментов. Потому что первый раз мы собирались в этом зале по поводу темы апартаментов. Но сейчас акцент угроз сместился, принцип тот же остался. Список есть, я этим сам лично займусь. Но это закончится после Нового года согласования. Угроза горит вот буквально в течение недели у нас. Мы просто не успеем. Что касается, Гурам Джодович, вашего предложение собрать чрезвычайную какую-то группу или съезд, согласен, но опять-таки успеваем. Он орган сейчас сказал. Орган, я понимаю, у нас сессия показательная нас ждет, показательный вопрос. Вот Ливан, по-моему, говорил еще. Карточный домик, карту нижнюю хотят вытащить. Мы не удержим с вами, никто потом. Это просто классика политэкономии, олигархат сросся с государством и нарастился криминалом. С ними бороться мы завтра, может быть, и не сможем. Это тоже абхазцы там и так далее, и так далее. Но классовую борьбу никто не отменял, борьбу капиталов. Извините. Я не должен говорить, сейчас, что вы говорите, все ведет только к одному. Кроме одного пути нету, дорогой. Это не мой вопрос, вы думаете. Что этого нету, не слышать, бумагу нельзя написать, нельзя пойти, нельзя говорить. Где вот высказанные здесь мнения, предложения, какие-то заботы, фактически можно уложить вот в те несколько пунктов, которые вот здесь на черновике, пока повторю, если вы поправите. Значит, первый пункт. Здесь озвучивалось вот делегацию отправить в парламент. Не в парламент, а непосредственно к спикеру. Прийти с чем к нему? Значит, с требованием снять вопрос ратификации соглашения по Пицунде, предоставить это в письменном виде, собрать внушительную, соответственно, делегацию для передачи этого письма. И еще от себя добавлю, конечно же, потребовать открытый режим работы парламента по всем этим острым вопросам. Второй пункт. Требования предоставить зал в кабинете министров, там большой зал, кто не знает, для собрания общественных политических сил с присутствием их депутатов, с освещением, с широким освещением в СМИ. Кстати, хорошая идея. Сейчас мне нравится. Тема та же, как вы понимаете, все эти острые проблемы. Третий пункт. Провести масштабную акцию в день проведения сессии для недопущения ратификации соглашения. Здесь потребуется помощь всех присутствующих, не присутствующих. Это призыв уже не к политическим силам, это выходит за рамки политической борьбы. Это призыв к народу Абхазии фактически. На акции озвучить требования об отзыве всех инициатив, несущих угрозу национальной безопасности, озвучить в адрес президента. Напомню, эти пункты, видимо, нам надо это постоянно проговаривать. Это и Пицунда, это апартаменты, это потеря контроля над энергетикой, это судебные решения. И как резюме, 5-й пункт, если это все будет не услышано, никакой реакции не будет, 5-й пункт, в случае отказа требовать отставки президента. Большего мы с вами сделать не можем для защиты нашего.
Можно я тогда возьму на себя такую ответственность? Сперва сейчас это не превращать в уже ставшие, наевшие, заезженные то собрания, то оппозиции, то власти, мы уже становимся похожими. Я думаю, что лейтмотивом этой встречи нашей сегодняшней сейчас выступать всем по очереди, выражать наше общее, похожее. Я уверен, мы все в этом плане похожи. Повторять одно и то же, что мы не согласны, надо, видимо, встать, сесть, не знаю, встретиться и обдумать, что сделать несогласным, чтобы быть услышанным. То, что описываете вы, Иван Валерьевич, это форма проведения комитета по принципу собака лает, караван идет, также будут приняты все вопросы, я уверен, это уже показала оборона президентских дворцов и правительственного комплекса во время митингов. То, что это закрытый формат, кстати, работы не только парламента, а вообще госструктур. Это стало нововведением таким интересным. Масса идет, новостные ленты заполнены сообщениями о каких-то пустых встречах. Встретилась правая рука с левой рукой. Все это не о том, об основных, главных событиях не сообщает. Давайте тогда обсудим, что мы будем делать в день сессии. Правил Батал Самсонович, у нас есть, писали текст, накидали какого-то заявления, обратиться, предлагаем тогда к парламенту. Парламент, мы раньше называли это последняя линия обороны, фактически стала против самодержавия президента в нашей стране. То есть суперпрезидентская власть вот приводит к такому юридическому самоуправству фактически. То есть если пойдем более так эмоционально и агрессивно, то давайте называть вещи своими именами. Сегодня Пицунда, завтра апартаменты, потом цепочка событий, уже 1000 раз озвучено, чем это все закончится. Не хочу опять повторяться. И вот на такой эмоциональной волне тогда спрошу, есть ли что сказать, друзья? А народ ждет от нас и слов, и действий, напомню.